Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и сегодня мы делаем расклад для дам на игральных картах на новой колоде игральной на период с 23 по 29 марта. И хочу сказать, что любовный треугольник на игральных картах уже на канале есть, ссылка в инфоблоке под видео, обратите внимание. И еще выложила на игральных картах расклад на апрель. Что было, что есть, что будет и что уйдет из вашей жизни. И если вам нравится, пожалуйста, жду от вас обратной связи. Делать такой расклад, не делать ежемесячно. В общем, ваше мнение мне интересно. Пишите, пожалуйста, комментарии, буду ждать. Точнее, уже жду. Итак, перед вами 3 дамы. Почему-то в этой колоде 3 блондинки, но немного в разных одеяниях, в разных одеждах. Выбирайте свою, либо цифру 1, 2, 3, как обычно. И я перехожу к первой. Итак, первый вариант и дама бубновая. Партнером назначила вам короля Трифового. Входите вы в период с какими-то разговорами с дамой Червовой. Также у ней с вами, у дамы Червовой с вами была какая-то встреча, но такого неприятного, некрасивого, скорее всего, неприятного характера. Либо в свидании с дамой Червовой вы узнали какие-то сплетни, слухи, такие достаточно неприятные. Был у вас с ней какой-то разговор, мог касаться чего-то социального, могли что-то обсуждать, какие-то сплетни вести именно там такого социального, общественного характера. И также здесь вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за себя, за свою любовь и за свои чаяния и надежды. В общем-то, тут разговоры, переговоры с дамой Червовой, какие-то сплетни с ней и что-то вам интересное попалось, либо что-то вы интересное прям узнали, либо вам что-то рассказали, либо вы сами как-то одухотворились, что ли, некой какой-то новостью. Итак, первый вариант. На сердце вы содержите свои чаяния и надежды, под сердцем это может быть некая злость, и может быть, если вы практик эзотерик, чем-то таким занимаетесь, магичите или какими-то энергетическими практиками, рейки, какие-нибудь постоянно прокачиваете себя, свою энергию, свою энергетику. Вот это может быть оно самое. Тем более сейчас такое время очень располагающее именно к магии. Само время такое сильное, да, у нас равноденствие. Да и вообще у нас природа вся просыпается, наливаются у нас деревья. В общем, энергетика способствует тому, чтобы увеличивать, наращивать какие-то свои энергетические ресурсы и, в общем, магические тоже. В голове у вас хлопоты вашего партнера короля Трифового, и от дамы Червовой все-таки вот эти сплетни, да, некрасивые, неприятного характера вы в голове содержите. В ногах у вас ваш партнер, король Трифовый, он к вам со своими любезностями, и дама Червовая тоже к вам со своим интересом. Что было? Было свидание с вашим партнером, и в ранней дороге был у вас с ним какой-то разговор. Также дама Червовая к вам со своими любезностями, но вы ставите ее пусто. То есть, что-то она вам делает, вам помогает, но как-то это вас не сильно волнует. Или вы просто воспринимаете это как должное. И сама дама Червовая, собственной персоной в прошлом, и переживания за даму Червовую. Еще может быть, что эта дама Червовая может быть ваша родственница, подруга, которая плохо себя чувствует. И вот здесь она просто, может быть, вы ей помогали, либо просто переживаете за нее. Что будет? Будет у вас большой крупный разговор с дамой Червовой. И в ранней дороге
в будущем, да, вы получите какой-то интерес за себя, либо какие-то финансовые документы, либо какую-то крупную сумму денег тоже получите вот совсем в ранней дороге. Вот-вот. Также в ранней дороге у вас ваш партнер король трефовый в неком казенном доме, либо это просто идет параллельно и казенный дом, и ваш партнер король трефовый. Еще что может быть, что вы можете очень много на постоянной основе, прямо регулярно в соцсетях, в мессенджерах, в интернете, в общем-то, вести разговоры, переговоры, постоянно быть на связи с вашим партнером королем трефов. Также что будет? Дама червовая к вам со своими хлопотами, и ваш партнер король трефовый к вам со своими чаяниями и надеждами. И основная линия недельки, самое главное, что будет вас волновать, вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, не будете хлопотать за себя, за свою жизнь, за какие-то свои интересы. В общем-то, вся неделька будет посвящена именно тому, что вам интересно, что вас волнует лично именно вас, и никак и никто другой. Итак, для вас в ранней дороге будет дама червовая, будет свидание с ней, и какой-то вы от нее получите интерес именно для себя, какую-то выгоду для себя. И также здесь может быть приход каких-то денежных средств. Для дома ваши хлопоты, то есть будете в дома что-то хлопотать, что-то делать, и будет ваш партнер король трефовый к вам со своими любезностями, будет у вас с ним свидание, но если совместно проживаете, то это ваша жизнь, как она есть в вашем совместном доме. На сердце вы содержите вашего партнера короля трефового, получите вы от него какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, либо это может быть параллельно, мы уже видели, да, что этот интерес у вас уже есть. Просто вы будете на сердце содержать вашего партнера короля трефового и какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, и будете за этот интерес переживать, вести какие-то личные внутренние копания, анализ, самокопание, самоанализ и так далее. В общем-то, размышлять, думать, планировать именно сами с собой. Что было? А были разговоры сами с собой, какие-то, знаете, обдумывания, анализ, видимо, своей жизни, своих надежд, что у вас получилось, что не получилось, чего вам пережить пришлось, что не довелось и так далее и тому подобное. Что будет? Будете злиться на себя и на свои любезности, с одной стороны. Но с другой стороны, как я уже и говорила, скорее всего, вы практик эзотерик, либо тоже гадаете на картах. И здесь вполне может быть, что будете заниматься именно эзотерическими практиками за свой интерес, за свою жизнь. Вот оно. И на пороге, что будет вот-вот, дама червовая, никуда от вас на этой недельке так и не уходит. И в ранней дороге будет у вас ваш партнер король трефовый со своими чаяниями и надеждами к вам. И успокаивайтесь вы хлопотами вашего партнера по отношению к вам, короля трефового. Вот такая у вас вышла неделька для варианта номер 1 для дам бубновых. И я желаю вам, самое главное, будьте счастливы. Несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, будьте счастливы, пусть ваша жизнь именно будет наполнена радостью, позитивными, красивыми, какими-то яркими моментами. И самое главное, будьте здоровы, берегите себя, балуйте, цените, любите себя. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что канал вам важен, полезен, интересен. Он нас чем-то вам помогает, может быть, вас вдохновляет. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до встречи. Перехожу к двоечкам. Итак, второй вариант. Дама трефовая партнером назначила вам короля бубнового. И в ранней дороге вы хлопотали за себя, за свои именно какие-то чаяния и надежды. Также у вас был какой-то в казенном доме разговор, достаточно эмоциональный, скорее всего, связанный с деньгами, с финансами. Либо здесь вы просто переживали именно за работу, либо какие-то ваши планы, какие-то увлечения, связанные с финансами, то есть с выручкой, с доходом. Какие-то тут были у вас вопросы. Также вы получили какие-то новости, и через эти новости получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, ну вот, для себя, для вас очень важный и волнующий.
Итак, на сердце у вас собственные хлопоты, под сердцем любовь, любезности вашего партнера короля Бубнового. В голове вы держите своего партнера короля Бубнового. Также в голове у вас некий червовый король. Кто это, решать вам. Если третье лицо в отношениях, то это может быть он. Если нет, то кто угодно. Брат, отец, друг, коллега по работе и так далее и тому подобное. В общем-то, в голове вы содержите своего партнера короля Бубнового, и вы с интересом к королю червовому. То есть король червового вас интересует. В ногах вы со своими хлопотами к этому королю червовому, но он вас почему-то злит и раздражает. Что было? Опять же, злость на короля червового, на интерес короля червового и какие-то переживания сильные за этого самого короля червового. И вполне возможно, что этот король червовый добивается вашего расположения либо вашей благосклонности. Но опять же, да, вы за это переживаете, еще и злитесь. Также получили какой-то большой крупный интерес в казенном доме. И в ранней дороге у вас был разговор с этим самым королем червовым, достаточно неприятный. Это мог быть даже какой-то разговор-скандал. Что будет? Король червовый к вам со своими чаяниями и надеждами. И некий казенный король тоже здесь рядышком с вами. И с этим казенным королем у вас была встреча, свидание. Также вы получили в собственном доме, либо в дом к вам пришли какие-то бумаги, какие-то новости для вас интересные. И также вы со своими чаяниями и надеждами к вашему партнеру королю Бубновому, был у вас с ним какой-то разговор. И основная линия недельки. Вот она. В ранней дороге у вас было свидание с вашим партнером королем. О, Господи, правильно, с вашим партнером королем Бубновым. Он к вам со своими чаяниями и надеждами, а вы к нему со своими любезностями. Итак, для вас ваши чаяния и надежды и встреча с вашим партнером королем Бубновым и также король червовый. Для дома вы со своим интересом, опять же, в ранней дороге к своему партнеру королю Бубновому и могли на него злиться и раздражаться, причем очень сильно. Либо, может быть, опять же, если вы занимаетесь эзотерикой, всяческими практиками, энергетическими, какими-нибудь магическими, то тут дома вполне будете этим заниматься на сердце. Переживания за короля червового и некий казенный дом. Что было? Король червовый к вам со своим интересом, и получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес через чаяние и надежда вашего партнера короля Бубнового. Что будет? Разговор. Сами с собой будете вести разговоры, переговоры, что-то думать, обдумывать, анализировать, в общем, копаться сами в себе. На пороге, что будет вот-вот, опять же, некий казенный король, червовый король, но червовый король, опять же, вас чем-то злит и раздражает. Видимо, вы знаете, он может быть достаточно навязчивым просто-напросто, что вас будет злить и раздражать. И успокаиваетесь вы вашим партнером королем Бубновым. Вот такой у нас получился расклад для двоечек. И, дорогие мои, я вам желаю, конечно, будьте счастливы. Несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, будьте счастливы, берегите, любите, цените, заботьтесь о себе, балуйте себя. И пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, наполнена яркими, радостными, чудесными, волшебными красками. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой канал помогает, поддерживает, может быть, направляет, оберегает. В общем, спасибо вам большое. И, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Переходим к троечкам. Итак, третий вариант. Дама червовым партнером назначила вам короля трифового. И заходите вы в период с вашим партнером королем трифовым и какими-то пустыми хлопотами. Также вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес от некой дамы Бубновой. И был у вас с ней какой-то большой, крупный разговор, достаточно неприятный. И ваш партнер, король трифовый, к вам со своими любезностями. И также тут присутствие некого казенного короля в вашем доме.
совместно, если проживаете с королем Трифовым, с партнером в одном доме. Если нет, то тут просто король Трифовый к вам со своими любезностями и казенный король. Еще знаете, что может быть, что казенный король, игральные карты казенным королем могут показать ваши какие-то очень серьезные увлечения, какие-то помимо вашей работы, либо это может быть ваша работа на дому. Это всяческое, не знаю, блогерство, любая самозанятость, как сейчас принято говорить. Вот так. Итак, на сердце вы содержите себя, собственный дом, под сердцем некую даму бубновую. В голове у вас в ранней дороге была злость и раздражение на себя. Чем-то вы были недовольны. Собой были недовольны, что-то вас не устраивало. В ногах у вас разговор с дамой бубновой. И эта дама бубновая, скорее всего, знаете, к вам со своими чаяниями и надеждами. И ваш партнер король Трифовый к вам со своими хлопотами. Что было? Вы со своим интересом и со своими чаяниями и надеждами с вашим партнером, королем Трифовым. Вот знаете, тут, скорее всего, ваши обоюдные чаяния и надежды с вашим партнером, и вы прям вот этим были заинтересованы, со своим большим интересом к этому были направлены. Также у вас в ранней дороге был какой-то, опять же, большой крупный разговор с некой дамой бубновой. И получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес от вашего партнера, короля Трифового. Что будет? В ранней дороге ваш партнер, король Трифовый, также дама бубновая к вам со своими любезностями, и через ее любезности будет у вас с ней некий разговор. Также тут пустые хлопоты, но через эти пустые хлопоты вы получаете какой-то, во-первых, какую-то материальную выгоду, какие-то денежки. И также дама бубновая к вам со своим интересом, но вы ставите ее пусто. То есть, интересуется она вами, и ладно. Она вас, в принципе, сама не интересует. И здесь некий казенный король и ваши хлопоты. Вот они. Но, как я уже и говорила, да, про самозанятость. Если вы какой-нибудь блогер, либо у вас есть какое-то серьезное хобби, которое приносит вам доход, то тут вполне может быть, либо это вторая работа, кстати говоря, то это вполне может быть она, что вы будете работать, заниматься именно вот этим делом. И основная линия недельки, вот она. Так, получите какие-то новости от вашего партнера, короля Трифового, встречи с ним, при свидании с ним, но почему-то это вас еще и злит и раздражает. И, кстати говоря, новости могут быть какие-то неприятные сплетни, слухи какого-то неприятного, некрасивого характера. Либо это могут быть идти две линии параллельно. Во-первых, какие-то новости важные для вас, либо какие-то важные для вас бумаги получите от короля Трифового. И какие-то сплетни, слухи тоже некрасивого, неприятного характера тоже с ним можете обсуждать. Либо он вам может рассказать. Итак, чуть ближе фокус. Угу. Для вас разговор с дамой бубновой. И получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес в казенном доме. Также у вас будет большой, крупный разговор с дамой бубновой. И в ранней дороге также у вас будет ваш партнер, король Трифовый. Смотрите, что еще может быть, что будете вы со своим королем Трифовым, с вашим партнером обсуждать даму бубнову. На сердце вы содержите какие-то новости, какие-то бумаги. И содержите вашего партнера, короля Трифового. Разговор с ним в ранней дороге. Скорее всего, он вам что-то расскажет, либо какие-то новости принесет. И все это вы будете на сердце своем содержать. Что было? В ранней дороге были вы, ваш собственный дом и любезности дамы бубновой. Что будет? Дама бубновая к вам со своими любезностями. А вы будете хлопотать за себя, за свои какие-то чаяния и надежды. И вполне возможно, что через ваши хлопоты у вас будет разговор с этой самой дамой бубновой. Также, смотрите, тут может быть что? Тут могут
проиграться документы финансового характера, за которые вы будете хлопотать, которые вам очень нужны и важны. И на пороге, что будет вот-вот, будете злиться и раздражаться на себя, но все это пустое. Позлитесь, раздражаетесь и забудете. Успокаивайтесь вы чаяниями и надеждами вашего партнера короля Трифового. Вот такой у нас вышел расклад для троечек. И вам я, дорогие мои, желаю, конечно, самое главное, будьте счастливы. Несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Берегите, любите, цените, балуйте, заботьтесь о себе. И пусть ваша жизнь будет такой, которую вы сами себе хотите и желаете. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И надеюсь, что мой канал вам помогает, поддерживает, может быть, вдохновляет и даже оберегает. И, как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи. Всем пока.